детские школьные площадки. Работают ребята, молодцы. Подрабатывают летом в МПЖХ, или как раньше в ПТС ЖХ. Убирают город, стригут деревья. Вот в 12-й школе тоже площадка. Видите, дети пошли куда-то с прогулки, видимо. Может, ходили в бассейн, может, ходили в библиотеку или в музей. Куда их сейчас водят, я точно не знаю, но все равно все аккуратно строим с флажками, с пионер-вожатыми, как положено. Друзья мои, я вас всех приветствую на нашем канале. Политгараж всегда с вами. Огромная всем благодарность за просмотр наших последних видео. Хотелось бы увидеть мнение по поводу нашего небольшого путешествия в поселке города Мирного в сторону Ленска. Мы съездили, я имею в виду, конечно же, поселки Березовый, Алмазный, Муат и Орлах. Также побывали на Майском. Кто не видел, друзья, если видите это видео, но не видели нашу поездку, пожалуйста, немножко там отлистайте немного назад, и все увидите, все наши красивые места. Первую часть и вторую также. Так, сейчас тут дорожников объедем. Убирают дороги, ребята. Вот тут, видите, просто сидят, в телефонах копаются. Тут недавно обнаружил такую вещь, что, оказывается, некоторые наши подписчики, а они нам не подписчики оказались, просто не умеют подписаться. Приезжает ко мне человек и говорит: слушай, когда новые ролики будут? Я уже устал ждать. Я говорю: как? Я, в принципе, один раз в неделю точно бывает. Да нет, говорит, я вот смотрел, вы тут чуть ли не на машине еще ехали из Новосибирска. Я говорю: подожди, как это так? Так, я говорю, сюда свой телефон. Как ты набираешь? Ну вот, полит, гараж. А он начинает набирать первые цифры, а там выскакивает у него, Google же, он же умный, он сразу выскакивает полит, потом пробел, гараж, Мирный. И, естественно, когда он видит, что у него выпала какая-то ссылочка, он на нее нажимает, и там выпадает один наш ролик, который старый, да, и куча там политических всяких, гаражных дел и так далее. Это немножко неправильно. Смотрите, наш канал пишется слитно: полит, гараж. И не надо к нему добавлять никакой Мирный, и не нажимайте выпавшие вниз ссылки. Нет, наберите его полностью. И самое интересное, что оказалось, что он просто не подписан. Нужно было просто нажать кнопочку под любым видео нашим. Нажмите кнопку подписаться. И можно нажать еще колокольчик. И тогда вы точно не пропустите ни одного ролика. Вот, я товарищу, конечно, помог, он сразу, ну нифига себе, и вот такой вот сразу сел в кресло. Пока мы делали ему машинку, он сидел в кресле и смотрел ролики. Конечно, вот так вот многие просто не умеют или не знают. Но попросите своих детей, пусть они вас подпишут на наш канал, потому что нам же, как мы договорились, к концу месяца нужно набрать 3000 подписчиков, нам нужно еще 170 человек. Ну, это я так, просто, чтобы была просто круглая цифра. У нас лето, у нас тепло, у нас жара, у нас комары, у нас вода, у нас, конечно же, стригуны. Неимоверное количество стригунов вчера, блин. Только выйдешь на улицу, они садятся на шапку, садятся на рубашку, на майку, на шорты, просто на руки. Ручные у нас стригуны. Ну и, конечно, еще по теме пожаров. Вот даже сейчас вроде прошли дожди, все вроде уже, не должно быть никаких пожаров нигде. А нет, где-то подтягивает откуда-то дымком. И небольшая дымка в лесу, просто в воздухе какая-то дымка, да, немножко плохо даже просматривается горизонт. В Алмазном, конечно, очень жаль, что за рекой Подобие выгорел весь лес. На наших кадрах было видно, что прям вот эта желтизна, да, которая издали кажется, что осень, на самом деле это выгоревший лес, и он прямо, я не знаю, вот прям до горизонта. Вот все, что выше Алмазного и на юг, наверное, нет, на юго-восток туда, наверное, до Крестяха, наверное, туда все выгорело. Прям до реки Вилюй.
Наверное, она одна единственная, ее река и остановила этот пожар. Хотя, как знать, наверняка на той стороне тоже что-то горело. Олесь Петрович столько видео выкладывал с пожарами в Нюрбинском Улусе. Видимо, в этом году все, что не догорело в прошлом, догорело в этом. Плюс, скорее всего, лето еще длинное, дождей пока не предвидится особых. Возможно, даже у нас по прогнозу жара стоит. И, наверное, пожары будут продолжаться. Очень не хочется, чтобы так было. Мы, когда находились на Майском, проходили, ребята приезжали на УАЗике, это лесоохрана, проверяли, что мы там делаем, не разжигаем ли костры. Ни в коем случае, друзья мои, не разжигайте костры в лесу, ни под каким предлогом, даже если вам нужно приготовить там еду. Лучше возьмите с собой газовую плитку, приготовьте еду на ней. Вот опять очередная детская площадка куда-то пошла. Ну, что-то дети такие уже взросленькие, я вам скажу. Никакой с ними нету сопровождения, никаких флажков. Ребятки уже либо пошли на практику куда-то, либо просто организованно гуляют классом. Ну, не вижу с ними никаких пионер-вожатых или преподавателей. Ну, так тоже бывает. А ребята, которые устроились на лето на подработку, молодцы. Всем вам огромный привет, респект от нашего канала. Все вон в желтых жилетах обрезают нижние ветки деревьев, равняют газоны. В общем, молодцы. Я помню тоже последние классы, да, школьные. Если летом мы никуда не уезжали, я тоже шел работать в автобазу, слесарил там, помню своего первого наставника. Ой, он меня, конечно, гонял, заставлял убирать инструмент, подметать там везде все. Ну, блин, это каждый должен через это пройти. Каждый мужчина должен пройти через это. Обязательно, потому что это закладывается на подсознании, и потом всю жизнь ты знаешь, что, как и почему, и для чего все это делается. Если этого с детства не заложить, то, увы, наверное, скорее всего, ничего и не получится. Ну, каждый в своей сфере, конечно, кто-то может работать, слесарить, кто-то может там просто идти там гайки крутить, кто-то может идти компьютеры обслуживать, ремонтировать, телефоны, компьютеры. У кого-то это тоже есть такой дар. Каждый должен когда-то что-то в жизни попробовать и найти свое предназначение. Как вот я, допустим, нашел себя в роли автомеханика. Хотя половину своей сознательной жизни проработал инженером, просидел в кабинете за компьютером и как бы и не жаловался на свою судьбу. Хотя, честно сказать, не так уж сильно мне и нравилась эта профессия. Но как-то привык, что ли. Вот так вот. Поэтому, друзья мои, если у вас есть свободное время, а тем более свободное лето, обязательно устройтесь куда-нибудь. Вот, ну, просто вы почувствуете коллектив, почувствуете общение, почувствуете голос начальника, руководителя. Это тоже нужно, понимаете? Нельзя все время быть замкнутым в себе, как нынешняя молодежь. Они вот кроме телефона ничего не видят, ничего не знают. Планшеты, игры и так далее. Нет, нужно развиваться, нужно общаться с людьми. А мы едем дальше, у нас рабочий день. Друзья мои, лето в разгаре в нашем регионе. И открылся, конечно же, как всегда, сезон арбузов. Не знаю, рановато, конечно, но вот Узбекистан или Таджикистан везут к нам огромнейшее количество арбузов. Как никогда. Раньше такого не было, конечно, привозили, но как-то в августе, там, весь сентябрь торговали, до первого снега, до окончания навигации, чтобы они успели отсюда уехать. И вот сейчас мы поедем, купим небольшой арбузик. Мы один уже покупали, но в другом магазине пробовали. Вроде ничего, сладенькие такие, красные. Прям нож втыкаешь, он прям пополам трескается.
Не знаю откуда, говорят тепличные, но опять-таки все это слухи, я лично не знаю. Я привык, что арбузы выращивают на баштанах, ну то есть на земле. Сейчас их выращивают, говорят, что в теплицах, и это получается они ранние. Пробовали, значит, проверяли на нитраты, содержание превышало содержание нитратов местами в 2, местами в 3 раза. То есть если норма 60, там чего-то на чего-то в килограмме, то при замере показала от 120 до 250 в разных местах одного и того же арбуза. Не знаю, какие там это единицы и чего там, как, ну, короче, вот приборчик там товарищ приносил, мы померили, превышение такое, я думаю, ну, ничего страшного. Для нашего брата, как говорится, нам не привыкать. Я думаю, что если мы один арбузик съедим в месяц, ничего с нами не сделается. От нитратов мы не помрем. От коронавируса не померли, а от нитратов тем более. Может, они даже и помогут нам избавиться от этой болячки коронавирусной. Шутка, конечно. Как мне написали наши подписчики, с чувством юмора все в порядке, значит, живы будем, не помрем. Вот такие вот дела. Что еще новенького? Друзья, первые ласточки, наконец-то я дождался, и один из наших подписчиков, бывший белозист, ныне проживающий в Крыму, прислал нам замечательные фотографии своего садового участка. Он живет в Крыму, занимается земледелием, можно сказать. У него свой большой участок, много земли, ну, я так понимаю, дом. И все, что к этому делу прилагается. Друзья мои, обязательно в этом ролике мы увидим вот такую небольшую вставочку. И все остальные, друзья мои, тоже смотрите, завидуйте. И обязательно присылайте нам свои замечательные фото или видео на наш канал. Будем с вами любоваться и радовать друзей. Почем они у нас тут? По 90 рублей. Ни хрена себе. Из Кыргызстана, сочные, сладкие. Так, ну вот, арбузик мы взяли. Вот такой взяли арбузик. Сейчас поедем на работу, попробуем его. Я думаю, что все будет замечательно. Они такие небольшенькие. Но кто брал, говорят, прям красные такие внутри и очень сладкие арбузы. Жалко, что этого аппарата, которым мы мерили, уже нету. Уже унесли его. Ну, будем надеяться, что вот они уже больше половины фуры этой продали арбузов. Вроде как отравившихся нету. Друзья мои, продолжаем, короче, рабочий день у нас сегодня. Мы ездим по различным делам. Катаемся по городу, то по магазинам, то вот за арбузом заехали. Вот, и сейчас поедем на работу. Нужно уже начинать. Обеденный перерыв заканчивается, и мы... Так, это такой перекресток здесь уродский, блин, с него выезжать. Так, ага, вроде все сюда поворачивают, молодцы. И можно спокойненько здесь проехать. Это перекресток улица Амосова и 50 лет октября. Вот это объездная Амосова и 50 лет октября. Теперь нужно нам... Дальше уже есть светофоры, тут уже попроще немножко. Друзья мои, помните, у нас был такой ролик. Мы ферганский плов делали на день рождения моего друга. И мой одноклассник посмотрел это дело.
Андрей, огромный тебе привет. Среди одноклассников, кто знает, Андрей у нас всего 2 человека было в классе, поэтому вот это я, а тот другой был Андрей. Не буду называть его фамилию, он просил не называть. Но, дружище, огромное тебе спасибо за этот ролик. Я посмотрел, честно скажу, был немножко удивлен некоторым нюансам. То есть, допустим, вот там отдельное приготовление некоторых ингредиентов. Вот барбариса там не было, потом из приправы у тебя только зира была. В общем, потом, конечно, у тебя был курдючный жир, это тебе прям вообще капитально повезло. Я понимаю, что у вас там с этим делом как-то попроще. У нас сюда в Якутию курдючный жир, наверное, кто-нибудь, может быть, под заказ и привозит. Но, честно сказать, я даже не представляю, какой у него вкус и как это все потом выглядит и как на вкусовых качествах это отражается. В общем, приготовление ферганского плова дело очень такое щепетильное, занимательное, а особенно, конечно же, результат. Друзья мои, я никогда не был профессиональным поваром, готовил все, конечно же, по рецептам, либо прочитанным где-то, либо вот так взятых с ютуба, да, смотрел, как узбеки, киргизы готовят плов. Ну, а мне что оставалось? А, еще и смотрел даже казахский тоже. Есть небольшие отличия. Ну, в целом, как бы, одно и то же. Поэтому, друзья мои, я спрошу разрешения у моего друга, можно ли мне будет использовать часть его ролика для нашей новой рубрики «Таланты наших подписчиков» или «Хозяйство наших подписчиков». Вот. И, может быть, размещу для вас хотя бы небольшой кусочек его, или как-то, может быть, даже целиком. Вдруг он мне разрешит, скажет: да, давай, целиком. Потому что ну, лиц там все равно не видно, и как бы я думаю, что прям ферганский плов, и когда его смотришь, этот ролик, хочется сбежать, остановить, сбежать и пойти что-нибудь перехватить, покушать что-нибудь. Но аппетит просыпается просто зверский от одного названия — плов. Второе слово — ферган. От этих только одних названий, блин, слюнки текут сразу. Поэтому, друзья, кто не видел, если мне вдруг не разрешат выложить этот ролик на своем канале или его часть, пожалуйста, заходите на мой канал, и вы внизу увидите там готовим ферганский плов. И все обязательно посмотрите его, кто еще не успел, друзья мои. Еще что, значит, посмотрел последний ролик нашего друга, блогера, нашего мирнинского, Алексея СССР. Ссылочка на его канал будет внизу. Вот он небольшой ролик снял для нас в память о кинотеатре Родина, недавно разрушенном окончательно и до основания. Он снимал, когда еще вот эта уцелевшая часть каменная его стояла. Поэтому, ну, что я буду рассказывать, друзья, заходите на его канал, подписывайтесь на него. Обязательно я внизу оставлю ссылочку. Заходите, смотрите, кто уже подписывался на него, кто уже смотрел его ролики. Алексей СССР. Смотрите, может быть, вам тоже будет это очень приятно увидеть. Последние, можно сказать, дни жизни кинотеатра Родина. А как много было связано в нашем детстве с этим кинотеатром. Нас всех водили туда классами смотреть фильмы, мультфильмы, да и сами мы бегали туда. Потом мы участвовали в пожарной дружине. Кто участвовал в пожарной дружине, записывались туда, получали значок, красную повязку, и мы могли идти в кинотеатр, приходить и бесплатно проходить в зал, смотреть фильмы. Только ради этого мы вступали в ряды добровольной пожарной дружины. Ну что нам, школьникам, еще нужно было? Лишь бы бесплатно проникнуть в кинотеатр какой-нибудь. Ну, в Якутск мы боялись ходить, а вот в Родину мы ходили, там были детские эти сеансы.
Потом я помню, я еще жил в Засыпухе, вот здесь вот на борту, вот эта улица 4 Горняков, здесь сейчас гаражи. Я здесь жил в Засыпухе, и карьер был еще не очень глубокий. И когда взрывали в карьере руду, от взрывов камни долетали аж до нас. И поэтому сначала звучала сирена, долго, наверное, часа полтора-два она это гудела. Потом нас приезжал автобус, нас загружали, всех жителей, кто оставался дома, нас просили пройти в автобус и увозили в кинотеатр «Родину». В «Родине» мы сидели, пока звучали взрывы, пока камни летали, пули свистели, как говорится, над головой. Мы все сидели в кинотеатре, бесплатно смотрели фильмы. Это было замечательно. Друзья мои, смотрите. Пионерский лагерь «Орленок». Мы недавно, мы не долетели до него. Дети, всем вам хорошо отдохнуть, приятных вам проведения приятного времени, костры, шашлычки, хлеб на палочке, елки-палки, это же наше детство проходило там в пионерском лагере. Второй заезд, поехали, дети, отдыхать. Вот так вот мы случайно попали в эту автоколонну в сопровождении гаишников. Да, повезло нам сегодня и с погодой, и с различными событиями. Какая-то непонятная оранжево-серая туча какая-то висит над городом. Не пойму, туча это или это дым, потому что дымком потянуло. Не знаю откуда, возможно, опять начались лесные пожары. Как они уже достали, если честно, нас и наш регион, и жителей нашего региона. Друзья мои, продолжу тему наших подписчиков. Значит, получил я разрешение на то, чтобы выложить вам рецепт ферганского плова теперь от моего друга Андрея, от моего одноклассника друга Андрея. А также, так как вы уже все активизировались, еще один ролик мне прислали, и также могу его выложить вам, рассказать и показать самобытного умельца из Бурятии, с берегов озера Байкал. Друзья мои, вот попробую вам прокомментировать это еще и параллельно самому видео. Я его еще, честно сказать, сам не до конца посмотрел, только начало. Поэтому, друзья мои, едем, смотрим, пишем комментарии, отзывы и все вообще ваше мнение. И не забывайте присылать свои интересные сюжеты. Вот. А это у нас человек, который делает из бересты всякие разные сувениры. Сейчас я даже вот так сниму с головы. О, ключница. Байкал — сокровище планеты. Все сделано из полудрагоценных камней. Вот, пожалуйста, настоящий кедровый орешек. Залито. Ой, кедровый. Грецкий орешек. Раковинки. Вот мерпята. Это обереги, я так понимаю, да? Да. Это обереги всевозможные. Когти медвежьи. Медвежьи когти. А делает это все вот очень хороший человек, Павел Васильевич. Шапка на голове тоже самодельная. Нерпичий жир. Как-то так. Вот Клюйская береста на Байкале. А для бывших жителей города Мирного, Ленинградский проспект, дом 21. И еще одна подписчица мне написала: покажите, пожалуйста, Ленинградская 21. Но Ленинградская 21 у нас нет, у нас есть Ленинградский проспект. Как-то нас тоже поправили наши подписчики прям сразу. Все штыки. Так не бывает. У нас есть Ленинградский проспект. Друзья, сейчас вам покажу Ленинградскую 21. Вот он, этот дом, магазин Арктика рядом. За этим переходом. Вот, его недавно покрасили, он так ничего выглядит в целом.
В отличие от 19-го дома, он какой-то у нас ступенчатый. Здесь же, по-моему, магазины на первом этаже тоже везде. Это кондюры, это магазинские. Ну вот, подъездов у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов в этом доме. Дома, в принципе, покрашенные. Очень неплохо выглядят. Первый этаж, первый подъезд. И, конечно, здесь вот магазин, помните, здесь был компьютерные технологии. А сейчас он называется Upgrade. Но он закрыт сейчас, потому что уже поздно вечер. Ленинградский 21. Чтобы я вас не обманул. Арго, шаурма здесь. Пахнет, конечно, заманчиво, но я такую здоровую пищу не употребляю. Вот тут кондитерская, что-то я не понял, она закрылась, что ли? Как-то вам снимал эту кондитерскую, показывал. Понедельник, суббота с 10 до 20, воскресенье с 12 до 20. Ну, где-то уже иду, уже поздно. Наверное, он просто закрылся. Кафе Эллисон. Кофейня. Кофейня. Все первые этажи, конечно, заняты магазинчиками, аптеками. 3 богатыря здесь магазин. Вот аптека. Фармакон, по-моему. А, нет, Вита. Вита. Остановочный пункт. Теплый. Люди сидят, между прочим. Читают книжки, ждут автобуса. Здесь фрукты, овощи продаются. Магазин 3 богатыря. Такие интересные фрески, конечно. И чеканка. Там фрески это на стене, а чеканка это алюминиевые, металлические такие. Им уже, блин, наверное, лет 60, если не больше. Но как-то не хотят их реставрировать. Я уже много раз выкладывал это, свое мнение по этому поводу. Ну, в принципе, и все. Вот 21 дом закончился. Зубрит. Магазин Арктика. Ну, пойдем купим мороженка. Друзья, на сегодня наше видео заканчивается. Поэтому внизу не забыли подписаться, поставить лайк, поделиться с друзьями. И смотрите новые серии. До новых встреч!